So we have started reading the first chapter. Мы начали с вами чтение первой главы. В первой главе, говоря по существу, рассказывается о том, насколько трудно нам понять учение Махаяны. Но когда мы понимаем учение Махаяны, мы получаем огромную пользу. В общем-то, это точно тот смысл, который передан в первой главе. Этот смысл, который передан в первой главе, имеет большое значение, потому что когда говорится, что учение Махаяны трудно понять, нам нужно задаться вопросом, а почему это так трудно? Некоторые из нас, кто обладает умственными способностями, развитыми умственными способностями, скажут, ну, для меня не должно быть ничего трудным. И в некотором смысле, конечно, все зависит от интеллекта человека, но с другой стороны, важен не только интеллект, но нужен еще набор заслуг, накопление заслуг для того, чтобы понять содержание учения Махаяны. Слово Махаяна по сути означает великое или великий путь, великая колесница. Под колесницей понимается то, что мы берем на себя большую ответственность. Что это за большая ответственность? Мы берем на себя ответственность за благополучие, за благоденствие всех живых существ. Подумайте, мы говорим не только о людях, но обо всех живых существах, за которые мы берем на себя ответственность. Теперь, поразмышляв над этим, мы можем сказать, что это действительно очень трудно. Мы не можем не только подумать, позаботиться обо всех живых существах, обо всех животных, например, птицах. Мы даже не можем позаботиться обо всех людях. Что уж говорить обо всех людях, мы не можем позаботиться только даже обо всех россиянах. Даже это для нас трудно. Оставим в стороне всех россиян. Нам трудно позаботиться даже о большинстве людей, которые живут в Москве. Большинство из вас живут в Москве, даже это для нас трудно. Мы можем взять на себя ответственность за людей в своей маленькой местности или своего института. Даже здесь у нас есть трудности, потому что бывает дисгармония, бывают конфликтные ситуации. Так что даже здесь мы испытываем трудности. Почему? Потому что мы индивидуалисты по своей природе. Потому что у нас есть сильно развитое эго. Я, мне, мое, как я уже говорила вам об этом прежде. Мы прежде всего фокусируемся на мне, мое, я. Нам интересно все, что имеет отношение ко мне самому, мои книги, мой дом, мои родственники. По сути, это то, что нам интересно. Именно так мы попадаем в ловушку сансары. Мы не можем выйти за пределы этого узколобого мышления. Поэтому в учении Махаяны говорится, что если мы хотим обрести долгосрочное счастье, то мы должны раскрыть свой ум, развить в себе любящую доброту, развить в себе сострадание и постараться увидеть, что все живые существа такие же, как и мы, все хотят счастья, не желают страдать. Но несмотря на это врожденное желание, люди не могут снять с себя гнет страданий, люди не могут обрести счастье в том объеме, к которому они стремятся, потому что они узколобы, потому что им присуще неведение. Это можно понять, насколько трудно для нас понять учение Махаяны, ведь мы на протяжении многих жизней, на протяжении многих рождений придерживались эгоцентризма. Даже во сне мы больше сталкивались со страданиями, с трудностями, которые связаны с нами самими. Нас не сильно волнуют другие существа. Однако же, если мы хотим действительно обрести долгосрочное счастье, ключ к этому — думать больше о других, делать больше для других, распахнуть свое сердце навстречу другим, практиковать нравственность, терпение, делать все это в направлении других существ. Те из нас, кто называет себя буддистами, мы, конечно, устремляемся к тому, чтобы стать Буддами, но как мы должны стать Буддами? Мы становимся Буддами, взращивая бодхичитту, а бодхичитта — это стремление стать Буддой ради блага всех живых существ. Представьте себе, какое это обязательство. Мы хотим стать Буддой ради блага всех живых существ. Даже если мы хотим стать лидером, руководителем,
Нам нужны базовые качества лидера. Нам нужно больше заботиться о благополучии других людей, а не только о себе. Мы не должны стремиться к тому, чтобы у нас был престиж или почет, даже если мы говорим всего-навсего об обычном руководителе. Чем больше мы думаем о себе, о собственной персоне, тем больше мы будем болеть и страдать. Это сегодня подтверждает наука. И даже можно не прибегать к науке, можно просто проанализировать себя и увидеть, что чем больше мы эгоцентричны, чем больше мы думаем о себе, тем больше будет у нас проблем и трудностей. То, сколько у нас проблем и трудностей, обусловлено не только той средой, в которой мы живем. Конечно, среда играет свою роль, но самое главное – это то, как мы реагируем на ту или иную окружающую среду, потому что нам очень трудно изменить окружающую среду, потому что все развивается по своим законам. Например, климат, он будет продолжать меняться по своим законам. А значит, нам нужно развить в себе такой внутренний настрой, чтобы мы могли принимать то, что происходит. Потому что если мы будем идти на поводу у меняющейся ситуации, то мы будем жертвами. Мы считаем, что наше долгосрочное счастье принесут внешние вещи, например, родственники, например, друзья, деньги, хорошая погода. Если погода не очень, то мы говорим, давайте-ка переедем в другое место, где погода лучше. И так мы продолжаем менять места, менять жен, менять мужей, меняем национальности, меняем государственную принадлежность. Но куда бы вы ни отправились, вы несете с собой свой образ мысли. А значит, мы продолжим страдать. Пусть даже у нас будет очень много денег, мы продолжим страдать. Это факт. И это мы отчетливо и ясно видели на протяжении пандемии. Те люди, у которых нет широкой картины происходящего, то они, конечно, фокусируются только на нынешней проблеме, например, на пандемии, на том, что они не могут выйти на улицу, что они не могут отправиться на пикник, что они не могут общаться с другими людьми. Их беспокоят вот эти мелкие вещи. И в этом наша проблема. Я уже неоднократно говорила об этом, что проблема людей, в особенности проблема людей нынешнего времени, заключается в том, что мы не знаем, как оставаться в одиночестве, и мы не знаем, как жить с другими людьми. В этом наша проблема. В конечном итоге мы должны развить в себе такой настрой, что будь мы в окружающей среде или в дурной окружающей среде, с хорошими друзьями или с плохими друзьями, в любой ситуации мы должны сохранять мир и счастье. И такой настрой можно обрести, свой внутренний настрой можно изменить. Если у нас будет такой внутренний настрой, чтобы он у нас появился, такой настрой, нам нужно размышлять о реальности. Ведь учения Махаяны, они о реальности. Шуньята – это реальность, непостоянство – это реальность, взаимозависимое происхождение – это реальность. В буддизме мы говорим, давайте следовать закону причинно-следственной связи. Но в последнее время, и я предпочитаю говорить, давайте следовать закону природы, потому что никак не убежать. Не вырваться из зла природы. Тут никакое притворство не поможет. Мы можем притворяться, но рано или поздно природа возьмет свое с помощью пандемии, изменения климата и так далее. Мы часть природы. И если будешь играть с природой, то станешь жертвой. Это, можно сказать, со стопроцентной гарантией. Поэтому все эти учения, которые преподаны в колеснице Махаяны, говорят нам о том, что нам нужно развить в себе альтруистический ум, обширный ум Махаяны. И мы этого сможем достигнуть, если мы посмотрим на законы природы, потому что природа ко всем относится равностно, как ковид, например, относится ко всем одинаково, к умным людям, не очень умным, богатым и бедным. Единственное различие, если у вас хороший иммунитет, может быть, вы будете в выигрышном положении. Но иммунная система – это то, что вас касается. Это то, что возникает, когда в том числе у вас правильный образ мысли. И если вы заботитесь о своем иммунитете, то вы будете в лучшей ситуации. А так для ковида нет никакой разницы, кто перед ним. Поэтому
В соответствии с учениями Махаяны, Нагарджуна вознес такую молитву: «Да сумею я быть таким же, как 5 элементов, как земля, вода и так далее, чтобы я мог безо всякого разграничения, безо всякого различия служить всем живым существам». Потому что природа не делает разграничений, вода не делает разграничений, землетрясение не делает разграничений. И только мы занимаемся дискриминацией разного рода. Почему мы прибегаем к дискриминации? Потому что наш ум мал, наш ум узок. Люди с узколобым мышлением, они только и знают, как разделять. Они не умеют объединять, они не умеют соединять. Да, мы соединяемся с помощью интернета, мобильной связи, но это все связи искусственные. Они нужны лишь для того, чтобы сказать: «Алло, как у вас дела?» А вот в Махаяне мы говорим о связи от сердца к сердцу. Вне зависимости от того, есть у нас в руках мобильный телефон или нет, есть ли у нас под рукой интернет или нет, мы можем распознать, что все живые существа, все люди, живущие на этой планете, на этом земном шаре, знаем мы их лично или не знаем, все мы, говоря по существу, совершенно одинаковы. Мы хотим счастья и не желаем страдать. Мы одинаковы в том смысле, что мы люди, и в том смысле, что в конечном итоге нам придется умереть. А между рождением и смертью у нас болезни, старение и так далее. В этом всем мы совершенно одинаковы. Если вы сможете распознать единство всех нас с точки зрения закона природы, если вы правильно это поймете, если вы сможете распознать, что все мы подвержены распаду, смерти, то тогда вы увидите, что нет никакого смысла убивать других людей, потому что эти люди и так подвержены смерти. Нет нужды насылать на них еще новые страдания, потому что они и так подвержены страданиям. Что же нам нужно проявить по отношению к людям? Любящую доброту, то, что их воодушевит, то, что им поможет. И что интересно, я уже говорил вам об этом прежде, положительные действия, такие как оказание помощи другим, проявление любви, доброты, это то, что ближе к закону природы. Например, если мы рассмотрим дерево, чем больше благоприятных факторов, например, солнечный свет, достаточное количество воды, навоза, тем больше вероятность, что дерево будет расти благополучно. И если дерево растет в соответствии с природой, то будут расти листья, цветы, ветви. Это закон природы. Подобным образом для нас, для нашего роста, для нашего счастья необходима любящая доброта, необходимо сострадание. Вот так мы рождаемся. Когда мы приходим на этот свет, родители наши женятся не из ненависти. Никто же не говорит: из ненависти я произведу на свет ребенка. Но родителей влечет друг к другу привязанность. Это может быть не совершенная любовь, но в любом случае это привязанность, любовь. И благодаря такой обычной любви рождается на свет ребенок. И потом, чтобы ребенок должным образом рос, развивался, родители заботятся о нем, обнимают его. И это совершенно необходимо. Но затем мы начинаем расти, получаем так называемое образование, и в ходе этого процесса забываем эти важные моменты, эти важные ценности. Мы думаем: я как-то сам разберусь. Но затем, когда начинается депрессия, когда мы стареем, когда мы заболеваем, то эта притворная жизнь нам не поможет. Например, во время ковида было очень много людей, которые по политическим соображениям или другим соображениям отказывались от прививки. А сегодня, к сожалению, я, конечно, никого не обвиняю. Надеюсь, что я сейчас говорю факты. Сегодня очень много людей болеют, и большая их часть – это люди, которые не прививались. Так что невозможно быть счастливым, вести счастливую жизнь, если эта жизнь притворная. Нужно принимать факты, и нужно вести жизнь в соответствии с фактами бытия, в соответствии с законами природы. Я часто это говорю.
really И если бы гнев religiously, philosophically, действительно is really, really good for your health, был go хорош для ahead. вашего здоровья с точки зрения Become angry философской, all с the точки time. зрения здоровья и так далее, то, Right from the пожалуйста, morning till конечно, late in the можете evening, злиться с утра до just get вечера, angry and с fight раннего with утра до anybody. позднего вечера, боритесь That is с not. другими, Whether you ссорьтесь с believe in religion другими, or not. но это ведь не так. It's Верите вы very в религию plain или and нет? obvious to all of us. Это ведь ясно It's и far очевидно better для to каждого live из in нас. kindness, Намного compassion. лучше придерживаться любви, So therefore, сострадания, since we are, we have добросердечия. this strongly habituated У нас self-centered есть attitude, глубоко and to change укоренившаяся that привычка attitude к and to эгоцентризму. Нам develop нужно a mind поменять with этот настрой broader и perspective, постараться развить в себе такой внутренний настрой, which в котором было бы includes место широкой indulging перспективе, everybody, чтобы мы not могли possible all включать scenery. That's в difficult. сферу своего Therefore, рассмотрения Mahayana is благополучие difficult. всех живых существ. Вот почему учения Right? Махаяна так трудны. So if you are unable to at least, think about all Если sentient beings, but at вы не least способны думать обо всех try to живых be nice существах, по to крайней your мере, family members. постарайтесь Start from there. проявить доброту к своим родственникам, As I членам always say, семьи. think Как globally, я act уже locally. говорил, думайте глобально, Thinking действуйте alone is not локально. enough. You have to deal Думать with только the о real себе person. недостаточно. When you deal with the real person, Нужно meaning действительно общаться с to deal настоящими properly людьми. И with когда your ты family members общаешься с настоящими людьми, то and это кто? Это ваши co-workers, родственники, ваши right? сотрудники, If you're, with your close, members of the community, then gradually члены you will вашего be able сообщества, to, с которыми вы общаетесь. И тогда see постепенно everybody вы сможете окружить своей заботой всех outside живых equal существ. footing. Вы будете That is чувствовать, что really, вы really important. So in на our одной life, we really платформе. need И to это learn очень важно. to В нашей share жизни whatever we have, little bit, мы be it должны your knowledge and education, делиться теми be знаниями, it которыми мы food, обладаем, be it обладаем, clothing, той едой, которая у нас be есть, it той guiding одеждой, которая у somebody. нас есть. Если We мы have, можем кого-то so наставить much на путь, мы capacity должны to это share делать. so У нас many есть things. You don't have to be огромные very возможности rich and делиться. things like that. Совсем не So many обязательно things to быть share. So богатым learn to человеком share. для того, чтобы делиться, поэтому Share your knowledge, учитесь share your делиться, education, делиться share your знанием, expertise. делиться образованием, делиться своими And экспертными try to знаниями. always uplift people, И старайтесь всегда not try to поддерживать discourage дух people, других людей. right? There are many, many Не people who are лишайте их suffering. воодушевления, потому что так So много all людей, those people who которые are already страдают. like downtrodden, Естественно, who are сегодня люди suffering, и так who don't have страдают, friends, if you just у них sit нет with them друзей. Если просто сядешь рядом с ними, and extend your helping hand, если просто протянешь им and even, свою руку, smile at them, если просто talk to поможешь them, им, it will make them улыбнешься happy. им, поговоришь с ними, It для will них encourage это them. осветит их день, It will change это их their, воодушевит, это life. Their изменит их whole life жизнь. it can change. Вся их жизнь может измениться таким образом. So it is only because, number one, we don't pay much attention to this, universal responsibility. Однако мы мало уделяем Global внимания responsibility. всеобщей We don't ответственности, think much глобальной beyond our own ответственности. family and so forth. Но That's мы the problem. не выходим за круг своей And especially семьи, in today's о world, которой мы unlike заботимся. today, И в because of the современном мире, speed of в scientific отличие от development, предыдущего we are состояния hardly мира, replaceable. из-за развития, скоростного So we are развития in a situation of almost like технологий, sing and swim together. мы сейчас Either we sit очень down together, for близко и example, there is рядом. Такое ощущение, что мы сидим и поем все вместе. nuclear war. Hundreds and millions will die. Представьте, что in a будет, short если сегодня произойдет period. ядерная война. So we need to take В мгновение responsibility ока погибнет столько людей. Поэтому to с do нашей away with стороны all these необходима destructive всеобщая nuclear weapons and ответственность, so forth. чтобы Right? мы не допустили применения этого Right? разрушительного оружия. So to summarize, this short life is not for death and Если destruction. говорить коротко, This то short life наша is for короткая жизнь peace and предназначена happiness. не для того, And if чтобы you что-то are believer in разрушать future lives, или then of уничтожать. course this short life is not only for peace and happiness for this life, Наша короткая but to жизнь для plan мира и счастья. А если вы according верите to в the следующее Buddhist planning, рождение, which то, is more than то 5 эта million короткая plan, жизнь не 10 только million для того, plan, чтобы мы в but этой many жизни eons plan. пережили счастье и мир, но мы можем That заронить makes семена perfect sense, because счастья и in this life мира also, if в you are somebody who дальнейших thinks жизнях. about only И это today, вполне not for очевидно. tomorrow, not for day after Потому tomorrow, что if если you мы don't have a человек, little bit который plan, думает только о when сегодняшнем I talk дне about и making plan, совершенно I'm не not saying, думает о том, что будет завтра, forget ничего не about today's планирует, happiness and plan for the future. I'm not saying я, конечно, не that's говорю, not что the мы должны Buddhist way. отбросить Buddhist way сегодняшнее is we счастье should be и very happy, try your best to be happy, устремиться cheerful and peaceful today. планировать будущее. And then Нет, with that, буддисты всегда also говорят, что prepare мы for должны the быть future. счастливы и довольны Also сегодня, в prepare сегодняшнем for the дне, но при этом должны 2050 year, готовиться к right? завтрашнему дню, а также готовиться к So тому, just чтобы like that, сделать just like that. счастливым будущее других людей. Вот так. And for peaceful night sleep, we have to prepare our way of Если мы thinking in хотим, the day чтобы also. наша So ночь these are прошла all, мирно и спокойно, нам нужно днем related. к этому So готовиться, потому что все therefore, the text, взаимосвязано. right, in the first chapter, the Поэтому text is в saying первой главе that the текста Mahayana is говорится, difficult to что understand. Махаяну трудно понять. But if you understand it, Но если you вы will get понимаете учение great Махаяны, benefit. вы обретете огромную So which пользу. basically means if you По сути, это change your означает, что attitude from если this вы narrow-mindedness поменяете свой to a внутренний mind настрой of
отступите от узколобого мышления, попробуйте принять на себя всеобщую ответственность, то вы станете совершенно другим человеком, таким, как, например, его святейшество Далай-лама. Давайте забудем на какое-то мгновение, что он реинкарнированный лама. В любом случае, его святейшество Далай-лама и мы одинаковые люди, потому что и у них, и у нас в сутках 24 часа. Но за эти 24 часа один человек может принести пользу огромному числу людей. Может быть, не все мы можем стать Далай-ламой, но однако у нас есть наши собственные способности. Мы все уникальны. Мы все уникальны, занимая уникальное место в жизни. А значит, мы можем помочь огромному количеству живых существ. А для этого нам нужно раскрыть в себе природу Будды. А это то, о чем будет рассказываться в этом тексте, особенно когда мы будем разговаривать, обсуждать Готтру, линию Будды. Итак, в нас есть потенциал. Что же это за потенциал? Это потенциал, заложенный в нашем уме. Мы способны развить свой ум до безграничности. Если мы будем заниматься духовной практикой постоянно, если мы сфокусируем свое мышление на том, чтобы изменить его из отрицательного в положительное, то мы действительно наделим силой свой ум. И тогда наши привычки, все в нас изменится, и мы станем совершенно другими людьми. Поэтому это в наших руках. Это в наших руках. Делаем мы это или не делаем, это, конечно, зависит от нас. Это то, что прежде всего обсуждается в этом тексте. Давайте почитаем следующую строфу. В первой строфе мы обсуждали причины, почему нам необходимо изучать Махаяну, Махаяна-сутра Аламкару и Махаяну вообще. И причина заключается в том, что это учение было преподано Буддой, оно было разнесено великими учителями, такими как Майтрея, которые хорошо знают учение Махаяны. И это то, что было преподано с мотивацией помогать другим существам. В этом состоит величие Махаяны. Потому что мотивация учителей — принести пользу другим существам, помочь взрастить сострадание. Поэтому учителя обращаются к нам, слушателям, которые ценят любящую доброту, бодхичитту. Это то, что мы прочитали, обсуждая первую строфу. Теперь вторая строфа. Там говорится следующее. Хорошо, мы поняли, что такое украшение сутр Махаяны. Далее, в следующей строфе, перечисляются 5 моментов, 5 пунктов, это пункты, которые возвышают Махаяну, говорят о том, что это учение непревзойденное. Здесь речь идет о совершенном содержании учения Махаяны. И чтобы объяснить содержание учения Махаяны, говорится следующее. Излагаемая здесь дхарма порождает огромную радость. Каким образом это учение порождает огромную радость? Приводится 5 примеров. Они приводятся и объясняются в разных контекстах. С точки зрения 5 типов феноменов, с точки зрения 3 природ, а также с точки зрения 3 видов личности. Первое. 5 примеров, которые соответствуют 5 феноменов. 5 явлений — это концепции, таковость, недискурсивное мышление. Это то, что объясняется с помощью 5 примеров. Первое — это имя или наименование. Это то, что касается обозначенных явлений. Например, когда мы говорим о физических явлениях, если наш обычный неинформированный ум смотрит на форму, на какое-то материальное явление, ему кажется, что эта форма существует со своей стороны. Но это не так.
that is to be established. So this is basically talking about the selflessness of the Здесь прежде всего говорится о бессамостности личности. Простите, бессамостности явлений, прежде всего бессамостности физических явлений. Нам кажется, что эти физические формы существуют, обладают истинным существованием, однако это не так. Когда вы начинаете понимать, хорошо понимать не только на уровне слов, когда вы хорошо понимаете, что явления, такие как физические формы, не существуют так, как нам это кажется, когда мы по-настоящему это понимаем, тогда мы испытываем колоссальную радость. Мы испытываем огромную радость. И я лично, мне так и хочется сказать, привести такой пример. Представим себе, что вы находитесь в комнате на протяжении долгого времени, не можете никуда выйти, не можете прогуляться, вы пребываете в некотором стрессе, и вдруг вас выпускают, и вы выходите наружу. И, наконец-то, вы идете в какое-то увлекательное приключение. Идете куда-то в открытое место, оказываетесь, например, на вершине горы. И вот вы видите это пространство, обширное пространство. И мы испытываем такую огромную радость, когда мы вдруг приходим в лес, когда мы соединяемся с природой, когда мы видим эту панорамную картину. Нам это по душе, нам это нравится. Обычно же, когда мы фокусируемся на каких-то вещах, нам кажется, что вещи обладают независимым существованием. Отсюда возникают гнев, привязанность, ненависть к физической форме. Нам она нравится или нам она не нравится, и наш ум тут застревает. Вот так мы теряем свою свободу. Но когда мы видим, что эта физическая форма не обладает сущностью, когда мы понимаем, что физическая форма не обладает истинным существованием, не за что цепляться, нечего хватать, совершенно не к чему испытывать одержимость, не за что держаться, вы свободны. Вот так все происходит. Вот почему мы говорим, что Махаяну так трудно понять. Обычно мы счастливы, если мы можем что-то привязать к своей шее. Вот мои родственники, я к ним привязан за шею. Вот Мерседес, я за шею к нему привязан. И вот тут мы застреваем, и мы счастливы. Это мой дом, вот тут я могу застрять. Вот моя жена, с ней я могу застрять. Это мой муж, с ним я могу застрять на одной точке, на одном месте. И чем больше у вас одержимости, тем больше у вас неправильных воззрений. Вы говорите, я богатый человек. Но с точки зрения духовной, чем меньше у вас вещей, чем меньше у вас имущества, тем вы счастливее. Посмотрите на Миларепу, на йогина, который бродил без одежды, у которого ничего за душой не было, но он пел песни от счастья и радости все время. Это так интересно. Для меня это трудно объяснить, но я хочу показать вам направление. Это то, что я смог извлечь из текстов. Я не тот, у кого очень много духовного опыта. Например, можно прочитать также песни Чанки Ринпоче, который написал песню, посвященную пустотности. И в каком-то моменте этого текста он буквально в пляс спускается от счастья. Он полностью свободен. А у нас есть противоречивая натура, потому что, с одной стороны, мы хотим независимости, быть независимым от этой страны, от той страны. Все кричат, я хочу свободы, я хочу независимости от того, от этого. Мы об этом так говорим. Однако же, что на самом деле лишает нашей свободы, ограничивает нашу свободу, это наши негативные эмоции, это то, что нас сдерживает, то, что нас ограничивает. А по этому поводу мы почти что ничего не делаем. Поэтому, прежде чем вы будете просить свободу у других людей, у других стран, вы по меньшей мере должны себя освободить себя. Потому что если не освободите свой ум, ваш неосвобожденный ум будет порабощать других людей, будет связываться с другими людьми. И у нас
все и происходит. Мы все время говорим, что плохие родители, плохие политики, плохие учителя. Но все эти учителя и лидеры, дело не в том, что что они плохие люди, просто у них мышление не обширное. Они пытаются нам рассказать то малое, что они знают, но их знания нас не освобождают, и в этом проблема. Поэтому учение Махаяны — это трудное учение. Итак, первое, что объяснил, первый пункт — это имя или наименование. Вы должны понять, что явления представляют собой обозначенное явление, что имя или наименование — это то, что приписывается объекту. Объект не обладает собственным существованием. Когда вы осознаете бессамостность явлений, то тогда это будет сродни тому, чтобы украсить себя золотым кольцом ручной работы. Не машинного производства, но очень красиво вырезанное кольцо ручной работы. Сегодня, конечно, с помощью оборудования можно много чего создать, но когда ты видишь на станке созданное кольцо, то это не так красиво, как кольцо, созданное вручную. Так вот, представьте себе, что кто-то вам дарует золотые украшения, красиво вырезанные. Вы будете очень счастливы. Это первый пример, как радует изделие из лотоса. И причина, почему то или иное наименование приписывается тому или иному объекту. Потому что мы имеем дело с зависимыми реальностями. Есть внешние объекты, такие как физическая форма. Они возникают в силу определенных причин, следствий, взаимосвязей, в силу природы взаимозависимого происхождения. Исходя из этого, вы сможете понять, что пусть даже физическая форма не обладает самобытием, не существует со своей стороны, и таким образом мы понимаем бессамостность явлений, мы понимаем далее также, что это не означает, что физической формы нет вовсе. Физическая форма возникает, потому что играют свою роль многообразие разных причин. Поэтому все возникает в силу взаимозависимого происхождения. И так, рассуждая, вы увидите, что закон природы или закон кармы безобманен. Он безобманен. Вещи не обладают самобытием, но при этом они способны функционировать. Если будешь поступать хорошо, будут хорошие результаты. Если будешь поступать плохо, плохие результаты. Это хорошая новость. Это ведь означает, что бы вы ни делали, это не будет утрачено. Это важно понять. Очень многие люди в наши дни, в силу того, что так трудно преуспеть, люди говорят, ну, всего в современном мире нет смысла делать ничего хорошего, потому что преуспеть трудно, потому что результаты никто не замечает, но это не так. Нельзя сказать, что результаты никто не замечает, результаты видны, и они влияют на вас самих, они оставляют отпечатки на вашем потоке ума. В особенности, когда мы говорим о школе только ум, а это та школа обозрения, которая в основном преподается в этом тексте. В ней особенности говорится о том, что действия оставляют отпечатки на нашем потоке ума, и это имеет большое значение. Поэтому мы сможем увидеть функционирование вещей, в особенности тонкое функционирование закона причинно-следственной связи. Потому что на грубом уровне, конечно, мы что-то можем увидеть и можем иметь определенные представления. Но мы начинаем, отталкиваемся от грубого уровня, а потом постепенно идем к тонкому, а потом переходим к наитончайшему, желая увидеть, каким образом функционируют вещи, когда объединяется много разных факторов. Например, ученые говорят, для человека, чтобы у него породилась одна единственная мысль, нужно, чтобы начали трудиться столько клеток, столько нейронов, чтобы они
вступили во взаимосвязь. Сотни, тысячи, они начинают работать совместно, синхронно, для того, чтобы у нас появилась одна единственная мысль. Столько механизмов приходят в действие. Честно говоря, это похоже на магию. Почему это происходит? Таков закон природы. Таков закон природы. Когда вы по-настоящему это поймете, когда вы по-настоящему поймете тонкое функционирование законно-причинительной связи, вы испытаете, опять же, великую радость. И здесь этот вид радости сравнивается с цветущим лотосом, который раскрывается в лучах солнца. Когда светит солнце, лотос раскрывает свой бутон. Лотос будет счастлив в том смысле, что он раскроется. А нас, в свою очередь, это тоже сделает счастливыми, потому что когда мы видим цветущий лотос, мы сразу испытываем счастье. Но здесь, в этом случае, говорится, что когда лучи света касаются бутона, лотос раскрывается. То же самое можно сказать о нас. Когда мы осознаем закон причинно-следственной связи, мы тоже будем испытывать счастье, мы будем процветать, потому что очень много дурных действий, проступков, которые постоянно происходят в мире. Не только с простыми людьми, но и так называемыми практикующими. Это происходит потому, что у нас нет глубокой убежденности в действенности законно-причинно-следственной связи. Так ведь? Даже если вы человек, у которого есть определенное представление о том, что воровать плохо или убивать плохо, может так случиться, или лгать плохо, что может случиться так, что сегодня вы подумаете, сегодня так сложилась ситуация, что ничего, если я солгу, ничего, если я утащу деньги. Нам не хватает убежденности. Мы теряем убежденность в действенности законно-причинно-следственной связи. Поэтому, если вы по-настоящему понимаете действенность законно-причинно-следственной связи, вы так не поступите. И что интересно, в последнее время Сегодня мы получаем информацию через Facebook и YouTube. Многие люди говорят о том, что они готовы спокойно умереть, потому что они медитировали, в том числе на закон причинно-следственной связи. Таких людей много. Они говорят так. Некоторое время назад, несколько дней назад, Гешет Обгел, которого я очень хорошо знал на протяжении долгого времени, у нас была с ним очень тесная связь, потому что он практически весь год проводил в Dharamsala на протяжении многих лет. И к нему многие приходили, потому что он выполнял пуджи. Многие больные люди приходили к нему за исцелением. Когда ему исполнилось 103 года, только подумайте, ему исполнилось 103 года, и его пригласил Ганден Шарце, монастырь Ганден Шарце, его собственный монастырь, для того, чтобы передать учение линии преемственности, которым он обладал на протяжении многих лет. И он в возрасте 103 лет он должен был преподать эти учения линии преемственности монахам монастыря Ганден Шарце. Он отправился туда, в свой монастырь, и передал учение линии преемственности своим монахам. И после того, как он передал все эти учения, он умер. И умер он спокойно, он умер в медитации. Такое ощущение, что он просто отклонился на спинке своей кровати и ушел в возрасте 103 лет. Это говорит нам о том, что мы можем менять свой ум, мы можем спокойно жить и спокойно умирать.
Это показывает нам, что если вы будете продолжать взращивать в себе негативные эмоции постоянно, все время, ваша жизнь будет турбулентной, пока вы живы, вы будете создавать турбулентность в обществе. Когда вы будете умирать, вы будете переживать большие трудности, потому что переживание в момент смерти – это непростое переживание. Вам будет нелегко, потому что все ваши 5 элементов начнут растворяться друг в друге, и вам будет страшно, вы будете испытывать страх. Некоторые ученые говорят, что смерть в некотором роде – это краткое изложение вашей жизни. И если вы хорошо не подготовлены, вам будет очень непросто. Это все равно, что сдавать финальный финансовый отчет. Поэтому вы должны отталкиваться от таких примеров, потому что это действительно то, что оказывает воздействие на нашу жизнь. Третий пример – это то, что касается концептуальных мыслей. Что касается концептуальных мыслей, это то, что создает обозначение. Если мы проанализируем это, отталкиваясь от 4 способов мышления, то мы увидим, что концептуальные мысли ошибочны. И когда вы увидите, что концептуальные мысли ошибочны, то тогда вы сможете остановить это ошибочное мышление. Это постоянное порождение ошибочных мыслей, и вы сможете вкусить нектар дхармы, и, конечно, вы испытаете огромную радость. Пример, который здесь приводится, это как представьте себе голодного человека, который очень долго не получал пищи, и вот, наконец-то, он получает не просто пищу, но очень вкусную пищу. Он почувствует так, как будто бы его сон, его мечта сбылась. Как это так? Я так много дней не кушал, а вот теперь такая вкусная, такая питательная пища передо мной. Такой человек будет чрезвычайно счастлив. И если вам нечего есть, а кто-то делится пищей, вы будете очень рады. Многие из нас постоянно едят, что-то жуют. Тогда еда перестает быть источником радости. У нас у буддистов есть такая практика ньонгне, пост. Это очень хорошая практика. Конечно, придется немножко помучиться от голода, но потом начинаешь осознавать ценность пищи. А так мы начинаем набивать рот. Постоянно что-то жуем, и ценность пищи исчезает. А вот человек голодный, он по-настоящему понимает ценность пищи, человек, умирающий от голода. Когда вы увидите, что ваши концептуальные мысли ошибочны, то вы станете человеком с положительными мыслями, с ошибочными мыслями. Потому что ошибочные концептуальные мысли создают проблемы. Они корень развития негативных эмоций. Вы не можете быть счастливыми. Но если вы остановите поток этих ошибочных концептуальных мыслей, вы, конечно, испытаете огромное счастье. В этом великий смысл. Следующая составляющая постижения таковости. Здесь имеется в виду отсутствие субстанционального разделения на субъект и объект. То есть мы понимаем, что субъект и объект обладают единой сущностью. Это преподается в контексте школы «Только ум». Например, есть мое сознание глаза, сознание глаза, и сознание глаза может увидеть объект благодаря отпечатку. Один и тот же отпечаток активизируется, и мы способны видеть предмет. Поэтому говорится, что субъект и объект обладают единой сущностью. Нет разделения на объект и субъект.
Когда вы думаете о такой таковости, отсутствии сущностного деления на субъект и объект, а это то, что находится за пределами концептуального мышления обычных людей, а также за пределами мышления сухих логиков, когда вы развиваете в себе изначальную мудрость ариев, когда ваш ум полностью погружается в эту таковость, тогда вы испытываете великую радость. Я не могу это подробно объяснять, я лишь скажу вам следующее. Чем больше вы обращаетесь к своему уму, тем больше в вашем уме будет мира. Тем больше вы отпускаете свой ум в погоню за другими объектами, тем меньше будет мира. Вот опять же, это говорит нам о том, как трудно понять учение Махаяны. Посмотрите на обычных людей. Мы только и делаем, что бежим в погоню за вещами. Сегодня весь мир бежит. Куда же он бежит? За славой, почетом, за деньгами. Все время бежит куда-то вовне. Бежит за внешними предметами, объектами, без остановки. И не пытается извлечь мир и покой. И сколько же мира и покоя мы получаем? Хорошо, у нас есть все эти деньги, и у нас есть вся эта слава. Сколько счастья нам это подарило? Не так уж много. Если же наоборот, мы устремимся внутрь себя с помощью памятования, медитации, сострадания, как бы вы это ни назвали, тем больше мира будет в вашем сердце. Поэтому время от времени я призываю людей, по крайней мере, 5 минут каждое утро проводить в медитации, учиться тому, чтобы ум фокусировался на самом себе, устремлялся внутрь. Тот мир и покой, который вы обретете, просто неизмерим. Но это достаточно просто ненадолго прикрыть глаза, и вы увидите, сколько счастья это вам подарит. Когда вы будете это делать, вы будете находить связь с самим собой. А когда вы на связи с собой, то тогда возникает и памятование, и сострадание, любящая доброта, потому что все это связано с тем, что вы прикасаетесь к своему внутреннему потенциалу, к своим внутренним качествам. А чем больше мы отступаем от нашей внутренней реальности, тем больше беспорядка будет в нашей жизни. Поэтому мы испытаем огромную радость, как здесь в тексте приводится пример, какую радость мы испытываем, когда к нам приходит благая весть, добрая весть. Если вы сможете раскрыть свою изначальную мудрость, так, чтобы она объединилась с шуньятой, как говорил шуньята, как вода сливается с водой. Так что вы не сможете свою изначальную мудрость отделить от постижения пустотности, то вы испытаете колоссальную радость, великую радость. Можно не обязательно о пустоте говорить. Вот, например, представьте, вы идете на прогулку, на природу, и видите что-то красивое, водопад, например, красивое дерево с большим количеством цветов. Вы пребываете в состоянии некоторого шока, вы просто зачарованы этой красотой. В этот момент нет никаких слов. Вы только можете сказать «Ух ты!». Вы открываете рот, говорите «Ух ты!», но ваш ум полностью погружен в созерцание этой красоты. Когда вы развиваете в себе этот ум, этот естественный ум, то все постигается естественно, в том числе шуньята, и вы обретаете мир. И здесь это в тексте сравнивается с тем, как вы получаете благую весть. Следующее. Неконцептуальная мудрость, изначальная мудрость. Это мудрость Будды, которая пребывает в медитации. Мы, конечно, не можем сразу достичь такого высокого уровня сразу. Если бы мы обрели эту изначальную мудрость, то она бы сопровождалась великой радостью. И здесь в тексте говорится, что это такая радость, которую бы вы испытали, когда
вдруг открываете шкатулку с драгоценностями. Вот перед вами открывается шкатулку с драгоценностями, и вы просто пребываете в изумлении. Итак, все эти примеры из внешнего мира, но что они объясняют? Они объясняют наши внутренние качества. У нас не должно быть концептуальных мыслей. Мы должны развивать недискурсивные мысли. Мы должны развивать ум, постигающий пустотность. Это один из способов объяснения этой строфы. Конечно, есть много разных способов объяснения этой строфы с точки зрения 3 видов личности и так далее. Я не буду подробно объяснять, иначе мы никогда не сдвинемся даже с объяснения одной единственной строфы. А теперь давайте перейдем к следующей строфе. Цель, для чего мы понимаем учение Махаяны? Нам нужно извлечь совершенный смысл, понять слова и понять смысл. В тексте говорится, огромная радость возникает у людей, когда они видят в зеркале свое украшенное драгоценностями от природы красивое лицо. Представим себе человека, очень красивого от природы. Этот человек подходит к зеркалу, и там красивый образ отражается. Но плюс к этому природному образу, если еще этот человек украшен украшениями и смотрит в зеркало, то он говорит: да, замечательно, это так красиво смотрится корона, так красиво смотрится ожерелье, все это сверкает, блистает, все выглядит великолепно. Огромная радость возникает у людей, когда они видят в зеркале свое украшенное драгоценностями от природы красивое лицо. Так и аналитическое раскрытие смысла прекрасно изложенной дхармы, всегда обладающий естественными достоинствами, вселяет радость в мудрых. Что объясняется в этих сутрах, в этих учениях? Ничто иное, как законы природы. Ничто иное, как то, что приносит пользу другим, приносит пользу всем. Если говорить о внешних украшениях, то украшения таковы, что есть украшения, которые хорошо смотрятся на взрослых, но плохо смотрятся на детях. Есть те, которые хорошо смотрятся на мужчинах, но плохо смотрятся на женщинах. А вот естественные достоинства, о которых здесь говорится, они для всех хороши. Любящая доброта хороша для всех, сострадание хорошо для всех. А обычные украшения, их можно потерять, пусть даже они дорогостоящие, их могут украсть. А вот эти качества, внутренние качества, которые преподаются в текстах Махаяны, их никто у вас не украдет. Они всегда с вами. Они всегда с вами, когда вы счастливы, когда вы несчастны, когда вы с друзьями, когда у вас нет друзей. Они для вас и хорошие друзья, важные друзья, они для вас и важные учителя. Конечно, внешние учителя тоже имеют значение, но они не могут быть с вами постоянно, повсеместно. Но когда вы развиваете то, что в буддизме мы называем внутренним наставником, то все обстоит по-другому. Нам нужно ценить наши внутренние качества нашего внутреннего наставника. Когда Будда уходил из жизни, его просили назначить наместника, но он сказал: нет, я не буду назначать никаких наместников или представителей. Мое учение, вот что вам необходимо. Так что учение, а также качества, которые упомянуты в этих учениях, это то, что нам необходимо взращивать. Это то, что поможет нам в этой жизни и в других жизнях. Это то, что будет оказывать постоянную помощь. Поэтому здесь говорится, так и аналитическое раскрытие
смысла, прекрасный, сложный дхармы, всегда обладающий естественными достоинствами, вселяет радость в мудрых. Почему здесь говорится о раскрытии смысла? Ведь очень много людей есть таких, которые сразу не поймут дхарму, им нужно объяснить дхарму. И в Махаяна-сутра Аламкаре как раз говорится об этом. Но эти объяснения достаточно трудны для многих из нас. Поэтому нам нужно для понимания опереться на других, на объяснение других учителей, объяснение из других текстов. Но как бы то ни было, это лучшее украшение. Это то, что делает учения Махаяны такими прекрасными. Другими словами, эти учения Махаяны, как говорится в одной из молитв, держащихся в сутрах, хороши в начале, хороши в середине, хороши в конце. Поэтому у нас есть 6 парамид, 10 парамид, 10 ступеней Бодхисаттвы. Это то, что объясняется в сутрах Махаяны. Если вы разумный человек, вы это сможете понять и будете счастливы. Но, правда, если вы человек не очень разумный, то эти качества, эти учения Махаяны вас не обрадуют, а вас обрадуют какие-то безделушки, которые продаются в магазинах. И далее продолжается объяснение великих качеств учений Будды, учений Махаяны. Здесь рассказывается о том, что учения Махаяны способны устранить ваши загрязнения, ваши завесы. И говорится так: лекарство порой неприятно на запах, но сладко на вкус. Потому что лекарство действительно может источать неприятный запах, вы принюхиваетесь, и этот запах вам совсем не по душе. Но когда вы вкушаете это лекарство, то оно может оказаться сладким на вкус. Оно может вполне быть вкусным. Или другими словами, когда вы принюхиваетесь, запах не нравится, но когда берете в рот, то лекарство исцеляет болезнь. Поэтому это лекарство оказывается весьма полезным. Подобным образом, в тексте говорится так и Махаяна, знаете, содержит два элемента – буквальный смысл и глубокую суть. Глубокая суть означает окончательный смысл, а буквальный смысл имеется в виду буквальное прочтение. Буквальное прочтение может звучать не так уж понятно и не так уж привлекательно. Например, нам могут сказать, все явления пустотны. Люди скажут, что-то как-то это непонятно звучит. Я здесь, ты там. Почему все пустотны? Почему это так? Поэтому, если вы будете опираться только на буквальное прочтение, то это будет похоже на то, как перед вами лекарство неприятное на запах, и вы его не будете есть. Так что не нужно привязываться к буквальному смыслу, к буквальному прочтению. Идите к окончательному смыслу. У нас в Махаяне есть два вида учений. Учение с прямым смыслом и учение, нуждающееся в толковании. Есть учения, которые нуждаются в толковании, потому что люди разные. Один и тот же предмет не может быть преподаваться первоклассникам и тем, кто защищает диссертацию. Потому что у людей разные умственные способности, потому что у них разные знания, приходится объяснять по-разному учение. Так и Будда, он искусный учитель. Кому-то, каким-то ученикам лучше давать учение, нуждающееся в толковании, потому что учение окончательного смысла они не смогут понять. Если вы прочитаете историю Аджаташатру, который убил своего отца, и потом он погрузился в депрессию, и он не мог выйти из своей депрессии. И ему сказали, иди к Будде, потому что он один может тебе помочь. И когда он отправился к Будде, пребывая в ужасной депрессии, Будда сказал, Будде, я убил своего отца. И я совершил ужасающее преступление, я убил отца. Что мне делать? Я пребываю в жесточайшей депрессии. И Будда искусно сказал, ну и что?
отца и мать нужно убить. И он испытывал доверие к Будде, и он подумал, вот Будда сказал, что отца и мать нужно убить, и он смог выйти из депрессии и смог, по крайней мере, начать рационально мыслить. И когда он вернулся в себя, Будда сказал, теперь сядь, я объясню тебе, что я имею в виду. Когда я сказал, отца и мать нужно убить, я не имел в виду физических родителей. Я твоих отца и мать, я имел в виду неведение и загрязненные деяния. Это отец и мать, которые продуцируют все отрицательные эмоции. Если они убиты, то тогда можно будет также устранить и твое прегрешение, убийство отца. Он преподал ему это учение очень и очень искусно. Поэтому, когда вы читаете Дхарму, вы должны знать, что есть два уровня учения. Учение, нуждающееся в толковании, и учение окончательного или прямого смысла. Следующая строфа. Этой трудной, обширной и глубокой дхарме нелегко служить, как царю. Но словно довольный службой царь, она дарует богатство, превосходные достоинства. Эти учения Махаяны, они обширны, и не только обширны, но еще и глубоки. Их трудно понять. И мы с вами сегодня неоднократно об этом говорили, что учение Махаяны трудно понять. Представьте себе царя, которого трудно ублажить. Простые люди с ним даже говорить не могут. Но если можно ублажить этого царя, то этот царь, обладающий огромной властью, он подарит тебе землю, подарит тебе различные дары и так далее. Подобным образом, в силу того, что Махаяна обширна и глубока, то если мы приложим усилия для того, чтобы понять Махаяну, то мы обретем большую пользу от этих учений, содержащихся в Махаяне. Мы обретем невероятное богатство. Другими словами, как говорит его святейшество Далай-лама неоднократно, вы должны заниматься слушанием, размышлением и медитацией на основе учения Махаяны. И таким образом вы сможете осознать, понять содержание Махаяны, и тогда вы сможете осуществить 10 совершенств, 10 ступеней бодхисаттвы и так далее. Все качества будут у вас на ладони. Вы сможете их осуществить. So this verse is talking about the greatness of gaining control over all these great qualities. В этой строфе говорится о том, как обретать духовные достоинства. Следующая строфа, 6-я строфа. The greatness of the causal collections, just like здесь говорится о собрании условий. Как подлинная бесценная драгоценность не радует несведущего человека, так и дхарма неразумного. Другому же она доставляет радость. Наши духовные достоинства, чувство стыда, забота о других. So in this case it says, those possessing these priceless, genuine gems, or priceless. Здесь говорится как подлинная, бесценная драгоценность. Classic jewels. Some translators have called it classic jewels or priceless or genuine. Бесценная, подлинная драгоценность, драгоценный камень. In other words, to simplify it. Ну, я могу это упростить. In the case of genuine, priceless gems, если в наших руках бесценная, подлинная драгоценность, эта драгоценность может быть очень дорогостоящей. Это очень ценная вещь, но что, если эта вещь попадает в руки человека, который не способен увидеть ее драгоценность?
и способен распознать, For что them, это it will be like any other stone. бесценное Like, for имущество. example, Для этого in человека это my будет case, in front просто of me, if любой some people камень. throw Если a lot меня, of например, precious gems, для I меня, will not be able например, to взять, то recognize them если as передо мной sacred, выложат бесценные, драгоценные because I'm камни, not то a connoisseur, as they say. я не смогу осознать, что это So действительно similar is the великие case with the драгоценности, потому что я в unwise них не to this life. разбираюсь. То же самое можно сказать и о человеке, Right? который So that's why не there are not понимает many people who ценности talk about дхармы. bodhicitta. Есть много людей, которые Not many рассуждают who о... talk about Есть Mahayana. немного людей, Except которые always рассуждают об many people, not Бодхичитте, many people о who talk about Махаяне. universal sense of responsibility. Даже о всеобщей ответственности рассуждает не так Right? много людей. Because we are not able to see its Потому что great value. мы не способны увидеть, что в But Бодхичитте once you study, всеобщей contemplate, ответственности meditate, содержится такая великая ценность. you Но когда become ты начинаешь wise, изучать это, become когда ты knowledgeable начинаешь about Mahayana медитировать, когда teaching, ты становишься then you will сведущим, be когда ты able to становишься see знающим the priceless quality в учениях of Махаяны, this Maya. то ты понимаешь, насколько перед So тобой again, величайшая this is only saying драгоценность. И его that святейшество Далай-лама опять же говорил на этот in счет, order to really fathom and understand the great qualities of что this если мы teaching, хотим you need to понять become wise. You need to study. глубину этих учений, нужно быть Then мудрым, only you нужно will быть be ученым, understanding. So нужно therefore, быть we подкованным. need to Только тогда do мы this thing, сможем это really увидеть, think эту and ценность meditation. увидеть. А значит, нам нужно слушать, Meaning, размышлять и we need to develop медитировать. not Нам just нужно superficial knowledge, but we need to развивать не develop поверхностное знание, но нам нужно strong, развивать incontrovertible faith towards the сильную, efficacy, неизгибаемую веру towards the в value of these эффективность teachings. и ценность этих учений. That's just like some people who have no idea about the value of the gold, they will just kick it like any other Люди, stone, которые не lying понимают on the ценности lying on the золота, они footpath. просто подадут ногой кусок But золота, one who knows как the любой value, другой will камень. А тот, immediately кто pick понимает it up ценность золота, он with тотчас же great этот happiness. слиток He'll золота enjoy it, подберет с большой right? радостью, с большим удовольствием. So therefore, Поэтому those of us who follow the Mahayana те teaching, из so нас, not кто only we следует should try to учению understand the Махаяны, teaching, but even if you don't understand the teaching, if you know вы, this дол- is the Sutra Alamkara, вы должны понять this is смысл the Sutra учения. for Если вы Buddha знаете, and что so это forth, Сутра then Аламкара, we should really, in она Tibetan tradition, we преподана should place it on Буддой, our то head мы, согласно тибетской традиции, to должны get the прикоснуться blessing, этим текстом к своему and then лбу, also поднести place текст the к books лбу, on a little bit и мы higher должны place. поставить эти We книги don't в jump, местечко don't sit on повыше. these precious books. Мы не садимся и не Right? прыгаем Anything that is по of этим high книгам, value, we cherish потому it, что we то, regard что it. So ценно, always we need to мы do так к so that этому и we относимся. gradually become fortunate to be able to understand the meaning. Okay. Потому что если у нас будет такое отношение, то постепенно мы All сможем right. понять So I'll смысл stop here. этого учения Махаяны. На этом Thank я you very much, остановлюсь. Geshe-la. Большое спасибо, Geshe-la. Now it's, I think that we have some time for questions, right? Сейчас у нас осталось время на вопросы, да, Geshe-la? And please, as usual, you can send your И, questions to the пожалуйста, chat, вы and можете в I чат will read отправить them ваши to вопросы, я Geshe-la. их зачитаю, And those Geshe-la. of you who are А те speaking из вас, English, кто you говорит can raise your по-английски, hand вы можете in поднять their руки reactions in Zoom. в So Zoom. far we received one question. И Geshe-la, мы I will сейчас read it to you. получили один вопрос, и я Dear его Geshe-la, you зачитаю. often Дорогой Geshe-la, mention the idea of вы loving часто kindness, используете понятие «любящая доброта». but it's kind of hard to me to Чем understand больше я its об real этом meaning думаю, and тем сложнее make мне sense понять of it, содержание этого because people понятия. sometimes say Часто truth говорят, must come with добро fists. должно быть с You кулаками. probably know this Может быть, вы impression. знаете это And then выражение. I don't agree У with меня it, всегда это but вызывало you know, внутреннее on the несогласие. one hand, we Да, should be нужно able уметь to защищать defend the fundamental основополагающие values, традиционные but on the other ценности. hand, А с другой стороны, it's not right to fight or argue. бороться, So where is this спорить, line distinguishing где between грань, like любящая loving доброта kindness, but on the other и hand, like вседозволенность, impunity, permissiveness, or overindulgence, всепопустительство, indifference, безразличие, faint-heartedness, равнодушие, how to combine трусость. all this? Как соединить все это? I remember, saying repeatedly Я помню, что неоднократно говорил, that these inner qualities like что внутренние compassion, качества, loving такие как kindness, любящая доброта и not sign of сострадание, weakness, это не есть признак sign слабости, of strength. No, это признак силы. Это that первое. you need to understand. Otherwise, Это то, people что ask вам you, необходимо I think the понять. reason that you are asking this question is Потому что many people причина, take почему вы loving это kindness, спрашиваете, compassion as a многие sign of люди weakness. считают, что любящая доброта – это Just признак few people of слабости. loving kindness, compassion, Если people в вас really любящая will доброта и not сострадание вас будут respond back, притеснять, и вы не So that's why I сможете repeatedly said, ничем be противостоять compassionate этому, and tough.
Я обычно говорю, будь сострадательным, но крепким, твердым. Это возможно. Будь сострадательным, но сильным. Нельсон Мандела был очень сильным человеком. Он не был человеком слабым, был сострадательным, но не слабым. Он не просил жителей Южной Африки прибегать к оружию, убивать людей, но при этом он был сильным, твердым. Когда я посещал Южную Африку, я видел этот остров, где он сидел в тюрьме на протяжении стольких лет, 20 лет, но это его не сломило. Поэтому я часто, да и не только я, вообще в буддизме очень часто говорится, что нужно совмещать развитие сердца и развитие разума вместе. Мудрость научит тебя, как отвечать, не злясь, не прибегая к насилию, отвечать согласно ситуации. Если нужен сильный ответ, твердый ответ, то прибегнуть к нему. Но, конечно, никогда не прибегая к ненависти и насилию. Так ведь, это важно. И еще потребность, необходимость в любящей доброте. Я думаю, нет нужды что-то говорить на эту тему. Конечно, любящая доброта нужна. Давайте возьмем в качестве примера самого себя. Мы сами нуждаемся в любящей доброте и сострадании со стороны других. И если это нужно нам самим, то почему же это не должно быть нужно другим? Ведь они такие же, как и мы сами. И еще, как я уже объяснял, вы родились на этот свет, пришли на этот свет в результате чьей-то любви. Нравится вам это или не нравится, то, что вы способны жить и процветать, это вызвано тем, что у других есть любовь и доброта. Даже если кто-то к вам плохо относится, все равно вы способны процветать, потому что в вас есть любящая доброта и хорошие другие качества. И есть много свидетельств со стороны людей, которые провели много лет в ГУЛАГах, в лагерях. Те люди, у которых не было в душе любящей доброты и так далее, благих качеств, они были слишком уязвимы и погибли. Но были люди, которые постоянно взращивали в своих сердцах любовь к своим детям, к своей жене, к другим людям. Такие люди, которые опирались на любовь, они смогли пережить трудные ситуации, а потом еще и написали об этом книги. Большое спасибо, Гешела. Следующий вопрос от Динара. Динара, пожалуйста, включите микрофон. Дашиделек, Гешела. My question, where is the word line between attachment and love? For example, can I love somebody? Какая разница между любовью и привязанностью и любовью? Могу ли я любить кого-то без привязанности? Привязанность означает, что мы где-то застреваем в своих чувствах. А любящая доброта или чистая любовь, как я уже говорила выше, обычная любовь между мужчиной и женщиной, для меня это любовь на основе бизнеса. Я тебя люблю, только если ты меня любишь. Это все равно, что сказать, я тебе даю это, а ты мне то. Это бизнес. А вот в буддизме мы не говорим о бизнесе. В буддизме мы говорим о том, что мы любим человека, даже если он не отвечает нам взаимностью. Так ведь? Например, как я уже говорил, отвечая на предыдущий вопрос. Например, вы любите себя. Не потому, что вы какую-то доброту к себе проявляете. Просто по природе вы не хотите страдать, хотите быть счастливым, поэтому вы о себе заботитесь. Поэтому вы любите себя. Так и здесь, так и к другим вы должны относиться. А привязанность, когда вы не просто любите, но у вас слепая любовь, и вы там застреваете. А настоящая любовь, вы любите других, но вы не зависите от ответной реакции других, вы свободны. Вы просто отдаете и ничего взамен не ждете. То есть вы свободны. Что-то взамен получите, ну хорошо, не получите, ничего страшного. Большое спасибо, Гешела. Следующий вопрос.
can we understand it when Buddha gives predictions about the future lives or when he talks about the past lives of Как others? понимать, когда Будда дает предсказания о будущем или рассказывает о прошлых жизнях других, не говорит ли это о том, что реальность уже установлена? Yeah. Reality is not established by the Buddha. Реальность, она не установлена Буддой, но эта реальность, она находится в становлении, и Будда это видит. Он способен это видеть. Это не означает, что реальность уже здесь и сейчас, вот там. Это то, что возникнет в будущем. Она находится в становлении. Приведу такой пример. Прогноз погоды. Если я скажу, через 3 дня будет большое землетрясение, землетрясение еще не произошло, сейчас оно не существующее, но через 3 дня оно возникнет, и оно возникает через 3 дня. Вот так. Thank you, Gisela. The next question is in the verse number 5, the Dharma of this Строфе номер 5 этого текста дхарма сравнивается с монархом, потому что его трудно ублажить. Гишела, не могли бы вы объяснить? Just a moment, I'll read it because it's written in English. Gisela explained that to listen, contemplate, and meditate on Dharma are the ways to study and probably to please it, the Dharma, right? My question is, Гишела, слушать, созерцать, размышлять и медитировать о дхарме – это значит ублажать дхарму. Что это значит, это слово «ублажать» или «порадовать» в отношении дхармы? Если вы используете это слово в отношении дхармы, ублажать, то мы как бы персонифицируем дхарму. Дхарма, конечно, это не личность, но мы можем персонифицировать дхарму. Как можно, как трудно ублажить монарха. В том смысле, что если ты сделаешь какие-то мелкие дела, мелкие поступки, то тебя никак не ублажить, не порадовать царя. Но если же вы совершите героический поступок, если вы совершите что-то особенное, то монарх будет счастлив, он будет рад. Подобным образом, это обширное и глубокое учение Махаяны. Если ты будешь слушать, размышлять и медитировать, то ты сможешь способствовать радости дхармы, если персонифицировать дхарму, и ты будешь сам испытывать большую радость, потому что в тебе будут все эти чудесные качества. Вот в этом смысл. В тебе самом проявятся эти чудесные качества, и тебе самому принесут радость. Большое спасибо, Гишела. Could you please explain if I'm understanding it correctly that the 10 parameters correspond to the 10? Объясните правильно, я понимаю, что 10 парамид соответствуют 10 ступеням бодхисаттвы, или они становятся ступенями только тогда, когда индивид постигает 6-ю парамиту мудрости. Если вы почитаете Мадхьямака Аватару, там есть 10 глав, там они называются 10 порождений ума. И 10 парамид соответствуют этим 10 ступеням. Они излагаются с точки зрения превосходства в практике. Они объясняются с точки зрения главного фокуса. Не то, чтобы это учение не присутствовало в других местах, просто здесь на них делается основной упор.